Испытано на себе. Друзья, мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня очень хороший, солнечный, можно сказать, по-настоящему летний, ну, что редкость для августа, жаркий день. Вот. И сегодня проходит соревнование «Ленский трофей». Здесь на лодочной станции Лена города Якутска собрались рыболовы, любители, профессионалы, возможно, даже есть, вот, которые сегодня попытают удачу. Ну и, конечно, мы своим экипажем тоже постараемся что-то поймать. И в целом, самое главное, конечно, это участие. Но, тем не менее, никто не упускает возможность, вероятность того, что мы сегодня поймаем, ну, по крайней мере, зачетные рыбы. Так, ну, сейчас происходит открытие. Соответственно, торжественная церемония открытия, жеребьевка, раздача номеров и выдача нагрудных камер. Дело в том, что один из членов экипажа постоянно должен снимать все происходящее в течение, ну, непрерывного времени, в течение всех 10 часов, соответственно, пока проходит соревнование. Соревнование будет происходить 2 дня, то есть сегодня, в субботу, и завтра, в воскресенье. В общем, нас ждет достаточно интересная, насыщенная программа. Так, ну что, нам с Андреем достался номер 12. Это адрес моего дома. Так, мы сейчас двигаемся до нашей лодки. Лодка уже заправлена. Тестовый выезд показал некоторые моменты, которые уже устранили. Вот, и думаю, сейчас... Я даже прогрел мотор уже. Так что давайте сейчас начнем. Под нами уже какой-то крупничок есть. Бросаем? Возвращаемся сюда, короче, да? Сразу, да? Ну, наверное, секунду 50. Так, ну сейчас мы уже в акватории лодочной станции, подошли к тихому ходу. Но у нас номер 12, поэтому мы, получается, стартуем в 6-й двойке. То есть по двое стартуют через каждые 10 секунд. 1-й, 2-й номер, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, и потом уже мы. Вот. Сейчас Андрей расскажет про нашу тактику. Андрей, что ты решил, подумал? Ну, тактику я вижу следующую, так как мы решили ставку сделать в основном на окуня. Утром крупный окунь ловится лучше, то есть утром и вечером перед закатом. Поэтому сейчас мы, наверное, сразу попытаемся поймать хорошего окуня. А у щуки как раз-таки хороший выход бывает в районе обеда, после обеда. И ближе к 17 часам тоже может быть, как раз ближе к нашему финишу. Поэтому сначала окунь, потом щука. Все просто. Все. Ну вот в целом такая вот тактика. Ну, я вот по времени, кстати, вот хорошо, у Андрея большой опыт по рыбам. Мне кажется, что они... Ну, вечерка есть, да, и утрянка, да, вот для меня так. А вот то, что щука вот днем может, как бы тоже
Но все равно это большой, знаете, как, наверное, большую часть играет удача, да, то есть кому как повезет. Ну, в рыбалке без удачи, конечно, никуда. Есть такой фактор. И даже в спорте от него трудно куда-то спрятаться. Может повезти, может нет. Ну, будем надеяться. Да. Ну что, вот уже подъезжают участники. Целая флотилия. Да, сейчас все участники в ожидании стартового гудка собрались уже абсолютно все. Все готовы, все заряжены. И буквально в течение ближайших минут состоится старт. Это третья пара, да? Ага. Четвертая. Четвертая. Пятая. Что, был? Шестая мы, да? Поехали, ага. Выход по протоке в сторону Табаги из-за понижающегося уровня воды достаточно такой экстремальный, щекочущий нервы, потому что очень много мелей. Ну, и, в принципе, под водой не видно, но там может быть очень мелко. Практически вот такие видно что-то типа перекатов. То есть у нас тут сейчас под нами 7 метров, а там, возможно, 1,5, а может быть и метр. Сейчас надо вправо, да? Нет, туда. Пока идем. Шанс увеличивается, если вы приезжаете первым. Поэтому, несмотря на то, что дано на все про все 10 часов, это большой достаточно такой промежуток времени, весь световой день. Но, тем не менее, кто приедет первым, у того шанса больше поймать что-то интересное. Поэтому мы сейчас едем на точку, которая созвучна слову «гача». И посмотрим. В общем, не будем загадывать. Как говорится, на рыбалке главное получать удовольствие от самого процесса.
Так, мы прибыли на точку. Сейчас я тебе дам окуневую приманку тогда, да? Давай. Сейчас мы окуней ловим. Дергает. Туда бросил, да? Ага, вон туда, где не игралось. О, что-то Не, затяни маленько фрикцион. хорошее, не хорошее. Ну, не маленькое, по-моему. Ну, давай, таскай. Солнце отсвечивает, не видно. Мелкий. Маленький. Маленький, не зачет. Незачетный окунь. Сейчас мы тебя отпустим. Натяг-то есть? Что-то покрупнее, чем там. Сейчас. Вымотаюсь. О, даже этот затянутый фрикцион срабатывает. Угу, поднимай. Ох, ничего себе. Давай, поднимай его сюда. Так, сейчас Щука. затяну. Щука? Хорошая щука, зачетная. Ух ты. Вставляй. Сейчас. Ага. Опа. Есть. Зачетная, думаю? Ну, мне кажется, может быть. Хотя 35 же? щука 65. А, 60. Ну, навряд ли, наверное. Ну, в воде Давай. показалось она больше. Тогда что, меряем, нет? Мерим, конечно. Мало ли что. Я цеплю. Так, ты цепишь. Сейчас это сниму. 65. А, нет. 55, да? Ну, даже не 55. 52. 53. 53. А точно, да? 65. Щука 65, да, там написано. А, вот 65. Да, вот она есть. Пускаем. Ага. Давай-ка, зови-ка маму. Да. Это мелко дергает. Незачетный окунь. Судя по вибрации спиннинга. А, маленький, ага. Похоже, цвет приманки имеет значение. Я поменял цвет. Угу. Тебе отдал тот, на который я в прошлый раз ловил. А, да? Видишь, у меня пока по нолям. А ты возьми тогда тоже. Ща- Не, у меня есть они, я возьму. А, Просто я... Этот цвет обычно тоже работает. О, хороший удар был. Вроде неплохая рыба. Да. Ну, не знаю, зачет, не зачет. Не, скорее всего, нет. Нет? Не, А, мелкий. да. Ну как мелкий? Точно мелкий? Он, конечно, не мелкий, но он не 35. Точно? Ну, я прикину на всякий случай. Давай. Так, Так, приложи просто. картангу дай, пожалуйста. Нет. вот. Не, далеко. А, щи. Пока. Зови родителей. Да, бабушек, дедушек. Так, еще один заброс. Ой. Нет. Зачет. А может большую приманку сделать? Может быть. Двойник, конечно, хорошо, но то, что его каждый раз цеплять, карцанга, это уже не очень. Не, ну такую приманку окунь хороший должен брать, она длинная, такая довольно объемистая. Он любит вот такие вот угреподобное что-то. Угу. Прям окунь обожает это. Твистеры с такими хвостиками. Это прям для него. Так, мушки. О! Да ну, Меня видел, да? видела, ага. Мелкий. Подплыл. Поднялся. Такой думал, сейчас клюнет, а думаю, зачем он нужен? О, это уже что-то интересное. Блин, я выкинул, ладно. Слушай, это очень хорошее что-то. Да? Ага. Так. Может даже щука. Я ее поднять не могу.
Не бьет. Это... Как-то странно, ага, тянет просто вниз. О, ничего. Да ну. Тихо, Рус, подожди, Не пугай. Рус, подожди. У меня тонкая снасть. Ага. Помнишь, да, как, если зацепишь ее, Да. вниз держать? Главное, чтобы он у тебя не выпал. И на перелом не брать. Подожди. Ее надо устать. Она это, Ага. иначе я цеплю фрикцион, даже пусть она погуляет. Давай. Потому что снасть тонкая. Андрюха. Это, скорее всего, та тень, которая падала. Я же бросал как раз да. Еще рано? Рано. Она еще не нагулялась. Справлю. Вот она только проснулась. Я сначала ее просто как мешок. Да ну. Она окуня схватила. Видишь, он на нее зубак был. Блин. Короче, Так, у меня для нее кое-что есть. лимонка. Она схватила окуня, поэтому сошла, да. Сейчас, подожди, я сейчас кое-что предложу. Ну, она сейчас, короче, не испугалась. Она... Нет, она не укололась, да, она просто погуляла. Она погуляла. Она... А, Да, вообще, я... она хорошая. Так вот, приманка как раз по ней. Мелкий, да? Мелкий, ага. Мелкий. Да, лайтом бы такую щуку вытащить, это было бы вообще номер. Сейчас главное на ней не зациклиться и на весь день тут не убить на нее, да? Да. Не, я сейчас несколько раз брошу и перейду опять на окуня. Ну, можно чередовать, короче. Конечно. Да, мы сейчас обсуждаем с Андреем. Получается, что мы спасли окуня, которого проглотила щука. Вот, не дали его съесть. Ну, то есть сейчас азарт появляется все больше и больше. Вот сейчас Андрей закидывает на щуку еще пару забросов. Потом переключимся на окуня. Ну, я вот мелкие окуня здесь в ожидании тоже зачетного окуня. Так что только начинается все. Опять мелкий. Ага. Это есть шанс на зачет. Так, смотрим. Это зачет? Зачет? Да, 31 Так, сантиметр. фотоаппарат сейчас. Угу. Сфотал, да? Время Да. посмотри. Так, время 19:17. В группу отправишь? Давай. Ну, с почином нас. Давай. Ничего себе. Хоть что-то зачет есть. Че, как? Вери. Ау. Да, молодец. Ничего себе. Фига ты, трюкач. Нет. Нет, да? Нет, далеко нет. Да? Рыба есть у тебя еще? Сидит? Да. Щука. Мелкая. Попробуем давай. Ой, опасно взял, да? Нет, конечно, зачет, к сожалению. Нос правее. Здесь 49. 48. 48. Щука. Щучка. Побольше? Побольше, ага. Вниз опусти. Мальчик. Ну. Опа. Ты. Видишь, такая бешеная. Прошла сквозь подсак. Прошла сквозь подсак? Ага. 54. 4. Дело, эта приманочка работает? Ну. Красные птички принесла за короткое время, считай. Хорошо. Есть. Да зачем? Так, телефончик. Первый. Есть. Так, время 11:15. Зачет на окунь. Что, 30 пишу, да? 30 ровно, ага. 30 ровно. Есть, ага. О, 30 ровно. Да, он 31 получается. 31. Угу. Есть. Отлично. Управляй. Время. 11:26. Кому-то даже попомнил. Запортовал. Болтайся. Замерим тебя и отпустим. Нет, далеко нет. Нет. Сопротивлялся кому-то.
Там туда. Я там. Сейчас я посмотрю, у него, по-моему, мелочь. Ага. Мелкий. Щука мелкая. А, да? Не пойдет, да? Не, очень мелко. Как хороший окон, но щука. Че, не вылавливаете? Вот так, молодец. С ума сошла. Есть даже такая теория, что типа вот в яркую погоду, да, надо надевать темные приманки, Что-то не слишком ярко было. чтобы не слишком ярко было. Но бывает и есть еще и другая теория, что когда хищник видит, что в яркую погоду жертва его почему-то не поменяла окрас на темный, Угу. а какая-то непонятного цвета, наоборот, то значит она, скорее всего, нездорова. Не то. Надо ее попробовать съесть. Ну, то есть она легко не убежит от меня. И начинает ее догонять. Здравствуйте. Садовое билет удостоверение. Ага. Все, спасибо. До свидания. Так, ну мы сейчас... Да, кстати, подъезжал ГИМС, проверили документы. Вот. Мы так подумали, что, видимо, у рыбы тоже обед. Решили тоже перекусить. Да. Вот так выглядит обед на соревнованиях. Все по-простому. Когда рыба перестает кушать, самое время покушать рыбакам. Потому что перерыв у окуня обычно короткий. Где-то час-полтора может длиться. Ну, в это время. По опыту. Поэтому у нас есть время тоже подкрепиться. Все. Если вы тоже обедаете, приятного аппетита или ужинаете. Так, еще один зачет. 30 ровно сантиметров. Отправляю. 15-20. Сейчас уже тот момент, когда уже много достаточно кадров, где мы вытаскиваем рыбу, но сейчас решили саму выемку не показывать, потому что было несколько сходов. Вот, поэтому, ну, такие, как это, рыбацкие суеверия, да, есть. Да, рыбаки же самый суеверный народ. Да, поэтому будем снимать уже, если будет зачетная уже рыба внутри лодки, поэтому пока так, мы перешли обратно на ту точку. Мы сюда сразу приехали, да? Что-то у тебя там? Не, мы не сюда сразу. Мы Это вторая была точка. вроде бы нет. Да, уже день настолько насыщенный, что не помним уже. Но здесь были хорошие окуня, поэтому мы вернулись сюда. Вот, щуку мы пока не такую большую не смогли поймать. Че, маленький? Вроде бы да. Дотянет. Или примерь? Ну, я примерю, конечно. Кажется, что он не дотянется. Нет. 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 Извини, уходи. Пока, да, мог в другую сторону выкинуть. Так, Давай. раз, два, три. Сейчас пока Пускай. управляем. Все, пятый получается. Закрылись. Поздравляю. Вообще.
Ну что, финиш первого дня. Приехали мы за 15 минут раньше. Что-то отмечаться надо, нет? Сейчас камеру надо ставить. А, там, да? Да, и мы хотели быстренько объявить предварительные результаты. Отключать уже можно? Можно. Сейчас посмотрим результаты других команд. Ну, у нас получается 5 рыб, окуней, которые попадают в зачет. Сейчас быстренько собираем вещи и идем к судейскому столику. Испытано на себе. Вчера у нас отловилось 13 экипажей. На 13 месте экипаж Какаулин Вячеслав, Какаулин Илья с результатом 31 сантиметр. На 12 месте у нас экипаж Ощепков Скрябин 32,5 сантиметра. На 3-м месте Ачиров Швенк 151,5 сантиметров. На 2-м месте Карамзин Александров 191 сантиметр. И на 1-м месте идут Алексеев Афанасьев 213,5 сантиметров. Так, сегодня начало второго турнирного дня. Сейчас прошел короткий брифинг, раздали обратно камеры. Камеры, напоминаю, используются для того, чтобы фиксировать уже точно улов, да, для подсчета баллов. Вот. Чтобы все было сделано честно. Да, чтобы все... Не было никакого мухляжа, обмана, что где-то рыбу там достали, кто-то передал рыбу. Чтобы весь процесс ловли был зафиксирован онлайн, так сказать. Да. И сейчас будет старт. Все так же в акватории 203-го микрорайона с лодочной станции Лена стартуют все экипажи. Сегодня у нас, ну, соответственно, как и вчера, номер 12, но очередность будет с другой стороны. Но для нас это особой разницы не играет, потому что мы все равно в середине. Если вчера мы стартовали в 6-й паре, то сегодня в 7-й. Так, у нас щука на блесну. Опа. Так, у нас на другой точке уже щучка. Такая, но не дотягивает. 50 сколько было? 55 сантиметров. 55 сантиметров. Нужно еще 10. Может? Подрастянуть? Да, давай, расти. Подождать, пока вырастет. Приходи еще. Ну, по традиции, со вчерашнего дня мы не снимаем, как вытаскивается рыба. Хотя все фиксируется у Андрея. Но это по умолчанию, поэтому мы ее не считаем. Так, Да. Да, мы ее как бы не включаем специально. Да. Вот, но я думаю, мы оттуда с кадрами с нами поделятся. Угу. Вот. А мы поймали первую зачетную рыбу сегодня. Окунь. 31, ну, блин, не дотягивается чуть-чуть, да, до 32. Ладно, пусть будет так. Раз. Ай, Ой, тихо. Сдвинулся. Готов? Да. Раз, два, три. А как будто он улыбается должен. Все, есть. Получилось, да? Ага. Так, отправляем. И отпускаем. Сколько времени? Безумов. 10:28. Мне кажется, зачет. Посмотрим. Тихо. Чуть-чуть не зачет. Пару сантиметров. 1 сантиметр даже. Ну ничего. Нет, опять сантиметр. Не хватает сантиметров. Да. Такие хорошие, а чуть-чуть сантиметра не хватает, да?
Пару сантиметров, ну, 3 где-то. 2. Так, у нас рыбачить осталось где-то, ну, с учетом дороги обратной, без учета дороги, минут где-то 30-40 максимум. Вот. У нас пока один зачетный окунь. Уже видно, все участники потихоньку приближаются к городу, но мы не теряем надежды, время еще есть. Неплохой вроде, да? Шарочку смотрят. Давай попробуем. Нет. Опять так же, 2 сантиметра. Сегодня вот все такие, уже 5-й такой. 2 сантиметра. Жалко. Давай по последнему забросу, да хорош. Давай. Завершим это действие. Так, как показывает практика сегодня, мы 3 раза пытались поднять якорь, но все время начиналась поклевка. Да. Так что ну, сейчас уже маловероятно. Чего? Да, надо? Просто борзый. Да? Да. Вот у нас сегодня завершающий. Поэтому мы тебе такую почесть. Мы тебя снимем, покажем по телевизору, да? Ну все, давай. Спасибо, что клюнул. Спасибо большое. Давай, пока. До новых встреч. Считаю, соревнования для нас прошли более-менее нормально. Первый день вообще хорошо, мы закрылись окунем. Щука у нас была хорошая, хоть и сошла. Сегодня, конечно, повезло нам немножко меньше. Всего 1 зачетный окунь. Но, тем не менее, я, если честно, иллюзий никаких не питал насчет победы. Тут ребята очень опытные, тренируются уже не первый месяц, знаю. Некоторые ездят практически каждый день и ездят гораздо дальше, чем мы с Русланом. Мы во время тренировки нашли буквально 3 или 4 точки рабочих и, собственно, по ним катались эти 2 дня. Ну, я думаю, каждый займет то место, которое он заслужил. Зато мы хорошо пообщались, провели время на природе. Ну и Руслан научился многому, я думаю. Я много ему рассказал. По крайней мере, все ситуации, с которыми мы сталкивались, где я что-то умел, какой-то опыт у меня был, я ему все это передал. Да. Теперь он станет еще более опытным и будет ловить много рыбы. Да, и хотелось бы, пользуясь случаем, Андрей, вот, поблагодарить. Огромное тебе спасибо за компанию, во-первых. Тебе спасибо, что позвал. Да, и я думаю, что действительно вот, ну, мы как команда, думаю, сложились. Тут были моменты такие, что мы вообще с Андреем познакомились еще на внедорожных гонках, да. Андрей участвовал в трофи-рейдах, и в какой-то момент я словил мысль, что то же самое. То есть Андрей шел, держал в руках трек на телефоне, да, потому что там мелко. Да, И кстати показывал, где мели, где нет. И я смотрел, вот как он куда показывает. В общем, штурман и пилот. Пилот, да. И можно сказать, вот у нас река-то довольно-таки внедорожная. Много отмелей, всяких песчаных коряк. Да, причем можно вот так Приходилось просто это вроде обходить. широко. Ну, ты едешь и бам, там 0,5, полметра глубина. А то и меньше. Спокойно вообще посередине реки. Такое может быть. Вот. Но сейчас мы двигаемся обратно, поднимаем якорь и уже сдаемся, финишируем. Да. Думаю, ниже середины таблицы мы не должны опуститься, и это будет уже очень приятно. Да, было вообще супер. В общем, еще нам предстоит путь до финиша. Ну и, соответственно, посмотрим на оглашение результатов.
Я думаю, мы можем друг друга поздравить с тем, что этот турнир совершился. Это, опять еще раз скажу, не может не радовать. Нас уже практически в 2 раза больше. Так, ну и самое... Наши 3 призовых места. На 3-м месте экипаж номер 12. Ачиров Руслан, Швенк Андрей. Спасибо. 24 с результатом общей суммы длин 230. Так, протокол личного зачета экипажа номер 18. Алексеев, Кискел, Афанасьев, Иван! Первый тур. 5 рыб, 4 окуня и щука 82 сантиметра. Первый день они показали результат 213,5 сантиметров. Сегодня они поймали одну щуку 69 сантиметров. Общая сумма длин 282,5 сантиметров. Поздравляем! Руслан? Ну, Андрюха. Очень неожиданно, конечно, да. Сегодня такой день был, что это. Красавчик, Мы спасибо. думали, мы провалились совсем. Да, так, одна рыба, да, так, ну, удержала. И, ребят, у нас сегодня... Ребят, расскажите про... Я просто новичок, да, в соревнованиях. Вы в прошлом году тоже выиграли. Да. Расскажите про ваши эмоции и чем отличался прошлый год от этого. Ну, в прошлом году нам очень сильно повезло, вот, потому что во второй день лидер первого дня пришел с нулем. Вот, а мы закрылись. Мы закрыли 5 рыб, привезли. Вот, это большая удача была. А в этом году, ну, уже как-то, можно сказать, что опыт. И, ну, удача тоже, конечно. А было такое, что прошлый год, то есть первое место прошлого года такое давало, ну, больше ответственности? То есть... Да, конечно, конечно. Даже лидирование после первого этапа, он тоже типа, это когда тебе пинок под там кто-то сзади, и ты не знаешь, они догоняют тебя и так типа надо больше, а у нас одна рыба во втором туре, мы такие, мы ее поймали еще в 2:30, да? 2:30 поймали ее, и до 2:30, там 6 часов уже прошло с начала старта. Мы такие, нету рыбы, надо найти ее. Все точки, которые мы отработали, там всю неделю рыбачили, по ним мы проехали и не могли найти. То есть рыбу видели, в эхолоте рыба стоит, рыба неактивная, просто закрыла пасть и клюют там совсем маленькие рыбки. Да, по сравнению с вчерашним днем, вчера прямо была такая активность, а сегодня вообще просто... У нас был план приехать на нашу точку наработанную, закрыться окунями и поехать искать щуку. Но мы приехали, не закрылись, вообще ни одного зачета не поймали, даже маленькие не клевали. Вот, и в итоге мы ее покинули и поехали искать щуку. И вот спустя 6 часов, получается, мы ее нашли. Отлично. У нас есть наставник, давай расскажем про него, пусть покайфует. У нас есть наставник Александр Орехов, это наш как бы старший брат, и большое спасибо ему, то что показывает именно как и что ловить, и мы учимся у реально очень талантливого человека в плане рыбалки. По второму дню, наверное, еще весь день я думал, что все нас обогнали. То есть мы поймали одну рыбу и не могли себе закрыться 5 рыбами. И в этот момент я понимал, что все, нас догнали. Потом уже придя сюда, там чуть-чуть уже успокоились, потому что кто-то там мимо там говорит, там 2 рыбы, 0 рыб, там 1 рыба. И как-то чуть-чуть спокойнее, уже где-то может в призах, типа. А потом, когда объявляли, уже вот тогда все пошло-поехало. Спасибо, желаем вам удачи и поздравляем с победой. Спасибо большое. Отлично. Спасибо. Это 3-й турнир. Начали мы в 22 году. У нас было всего 6 экипажей. Вот. У нас на тот момент не было ни камер, были только линейки. Мы, соответственно, всеми экипажами собирались и придумывали правила, зачет, правила замера рыбы, все вот эти нюансы. Вот.
И я сам принимал участие в этом турнире для того, чтобы, ну, как демо-версию, да, прощупать на себе. Я сразу же придумал логотип, я сразу всех заставил покупать, ну, оформлять спортивные страховки, потому что безопасность на воде – это главное. Вот. Многие говорили о том, что не, зачем, ну, это же как бы между собойчик. Я такой, не, давайте по-серьезки, ну, как бы мы играем в рыболовный спорт, пусть он будет по-взрослому, для того, чтобы, ну, как бы полностью ощущать тот, ну, себя рыболовным спортсменом, да. Стандарт, да, вот этот зачетный размер окуня 30 сантиметров, щука от 65. Это тоже не просто взято, а из среднестатистического ну, обитания вот этой рыбы вот в пределах города, да, которые можно тут уйти там вниз часа на 2-3 пути и вверх, условно, да. Средний размер. Именно не той рыбы, которая ловится на каждом забросе, а именно ту, за которой ты охотишься. Вот. Как мы поняли уже, ловится, в принципе, много, но, оказывается, это не зачетный размер. Да. Вот. И вы начинали с 6 экипажей 3 года назад. В этом году сколько приняло участие? В этом году приняло 24 экипажа. Изначально было заявлено 32. Ну и, соответственно, там по разным причинам экипажи отказывались от участия. Ну, это расстроило. Расстроило, потому что мы вложились в оборудование. То есть мы взяли запасом на 35 экипажей оборудования. Ну и как... Что? Но в целом все равно это больше, практически в 2 раза, чем в прошлом году. В прошлом году было 15 экипажей. Вот. Ну и отловилось больше половины в этом сезоне. В прошлом сезоне отловилось намного меньше. Вот. Ну, как бы уровень рыболовства растет. Вливайтесь в рыболовный спорт, берегите природу, будьте ответственными, обязательно обязательно придерживайтесь правил техники безопасности на воде. И что? Подписывайтесь на канал Руслана. Смотрите передачу «Испытано на себе». Ну и принимайте участие. Принимайте участие в наших турнирах и не только в наших турнирах. Следите за рыболовным спортом. Всем ни хвоста, ни чешуи. Тренируйтесь, рыбачьте. Всем пока. Да, действительно, вообще было, получается, я вот сейчас даже стоял, думал, сейчас вот 4-й. Я думал, 5-я. Нет, 4-й. Что? Да. Поэтому вообще супер. То есть, блин, эмоции просто зашкаливают. И получается вся эта группа ультралайт. Да, первые 2 экипажа, 1 и 2 место, все 4 человек, все из клуба Ультралайт Фишинг клуб города Якутска. Ну и в нашем экипаже это я. Вот, видите. Так что, Руслан, вступай. И Теперь да. Ну и, кстати, я зажегся этим, да, посмотрим. То есть буду обращаться к Андрею обязательно за консультацией. Да. Я до сих пор не могу связать слов, потому что да, супер просто. Все супер. Руслан, еще раз спасибо. Тебе спасибо. Да, друзья, ну что, на этой замечательной ноте это был проект «Испытано на себе». Вот так вот он вылился в призовое место. Огромное спасибо организаторам. Я думаю, что фестиваль будет также продолжать развиваться и радовать любителей рыбалки нашего города, ну, что говорить, может быть, даже и республики. Испытано на себе.